За реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве отвечает уроженец нашей республики. Ныне советник руководителя обители по связям с федеральными органами исполнительной власти Владимир Канев. Родился в Коми-селе и не забыл свой язык. Елена Красильникова встретилась с ним на территории монастыря и посмотрела, как идет преображение. Мы находимся на территории Новодевичьего монастыря. Сейчас здесь продолжаются грандиозные реставрационные работы. В 2024 году мы будем отмечать 500-летие обители. А вот за реконструкцию, за эти самые грандиозные работы отвечает наш земляк, уроженец села Усть-Уса Владимир Канев. Владимир Кузьмич, здравствуйте. Добрый день. Вот реконструкция и реставрация идут 7 лет, а вы здесь 5 лет. 5 лет. Что удалось сделать? За 5 лет мы смогли выполнить самые сложные или грязные работы. Это поменяли все инженерные сети. То есть у нас сейчас все тепло, горячая вода, холодная вода, электричество, канализация, все сделано, все новое. Сейчас идет полным ходом реставрация зданий. Во время реставрации была сделана историческая находка, о которой, возможно, будет написана не одна диссертация. В Смоленском соборе обнаружили фрески 1580 года, закрытые кирпичной стеной. Все цвета сохранились. Под эти цвета мы теперь делаем художественную реставрацию. Всю. Немного о нашем собеседнике. Владимир Канев окончил Пермское высшее командно-инженерное училище и Академию Дзержинского. 32 года отдал армии, завершив службу полковником Генерального штаба Вооруженных сил. После 14 лет отработал в контрольном управлении президента. В 65 вышел на пенсию, но, говорит, устал от безделья. И тут настоятельница Новодевичьего монастыря пригласила его помочь с реставрацией обители. Владимир Кузьмич, все-таки сколько храмов уже отреставрировано? На территории монастыря находится всего 13 храмов. В окончательном виде ни одного готового храма еще нет, потому что у нас еще предстоит реставрация 3 года. Сейчас здесь живут 30 монахинь. Они размещены в певческих и больничных палатах. И, конечно, Владимир Кузьмич часто общается с сестрами. А что вы с ними обсуждаете? Ведь в монастыре без разрешения Министерства культуры нельзя забить ни одного гвоздя даже. Да. То есть, если им что-то нужно сделать, даже какую-то полочку передвинуть или перевесить, то обращаются. Стоит добавить, что архитектурный ансамбль обители включен в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКо. Реставрация идет на деньги федерального бюджета. Чтобы россияне не только ездили во Францию смотреть, как там красиво, что и у нас тоже есть красиво. Ведь в Москве это единственный монастырь, где сохранились все здания в первозданном виде. Да. Мы подходим к красавице колокольни. Владимир Кузьмич, а вы поднимались на колокольню? Ну а как же, там же колокола, и колокола находятся подвязаны к деревянным брускам. Брусья, они тоже уже имеют свой возраст. Некоторые пришли в негодность, пришлось менять часть брусьев, пришлось протезировать их, может быть. Конечно, высокие гости бывают здесь часто. Владимир Канев показывает им, как идет реставрация. Президент Российской Федерации, наверное, раза 4 был. Министр культуры в прошлом году только 2 раза посетил. Был в прошлом году мэр Москвы, губернатор Московской области. На малой родине в Усть-Усе Владимир Кузьмич не был давно. Собирается приехать в республику со своими дочерями. Какой язык помните? Конечно, помню. Но говорить, чтобы поговорить, нужно перейти. Несколько дней, то есть, как всегда, переходишь с языка на язык, несколько дней молчишь. Не молчишь, а спотыкаешься, как... Но есть в Москве с кем поговорить? Есть у меня приятели. То есть из села Усть-Усы у нас тут 3 полковника и 1 майор. Владимир Кузьмич, спасибо вам за интервью. Пусть все сложится, реконструкция завершится к 2024 году. Я надеюсь, что в 2024 году мы закончим, и мы вас ждем в гости уже в завершенном монастыре. Кроме этого, мы же сейчас все снимаем фильмы, картины, фотографии, еще собираем, все можем показать. Но это в 2024 году. Спасибо. Елена Красильникова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Москва.